Здравствуйте, я Попов Василий Васильевич, заведующий сектором этнографии Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Расскажу вам о традиционном конском седле народа Саха. Главное внимание что вы уделили на переднюю луку конского седла, так как она лука передняя якутского конского седла, она, несомненно, отличается от других. В краеведческих музеях Республики Саха-Якутия и в некоторых музеях Российской Федерации в фондах хранятся якутские седла двух видов. Вот перед вами конское седло с округлой передней лукой и даже навершием в виде ручки. Мужское конское седло. И женское конское седло высокой лукой, передней лукой трапециевидной формы. Подобные седла время от времени выставляются на различных выставках. А мастера по дереву делают копии седла и участвуют в различных конкурсах. Вообще-то, каждый сотрудник музея должен знать историю происхождения экспоната, в данном случае седла. И на этикетке написать время использования, распространения седла. Потому что в поздние средние века археологи находят всегда однотипные седла с прямоугольной лукой. И не было никакого разделения по гендерному признаку. Вот, например, сборник научных статей Якутского краеведческого музея 1955 года. 1930-40-е годы научные сотрудники Якутского краеведческого музея производили раскопки известных якутских личностей 17-18 веков. Среди сопроводительных предметов они находят и конское седло. Так вот, руководитель экспедиции Иван Дмитриевич Новгородов в статье «Археологические раскопки музея» пишет, внимательно слушай. Якутские седла, обнаруженные в могилах 18 столетия, обращаем внимание, в отличие от седел последующее время, от 19 века, делались небольшие четырехугольные. Вот. Между прочим, они раскопали более 90 погребений. Так, Иван Васильевич Константинов, 1960-е годы, археологическими методами исследовал якутские погребения 17-18 веков, но он почему-то все отнес к 18 веку. Вот монография Ивана Васильевича Константинова «Материальная культура якута 18 века». И вот он отмечает про седла. Вот читаем буквально. Передняя лука у всех обнаруженных нами седел. Это так, высокие прямоугольные верхние части. Вот видите, вот опять повторяют то, что отметили сотрудники Якутского музея. Анатолий Игнатьевич Гоголев, 1970-е, 80-е, 90-е годы исследовал якутское погребение 17-18 веков. Он в монографии «Якуты», изданной в 1993 году, соглашается с мнением Ивана Васильевича Константинова и
В двух случаях они нашли седла с округленной лукой. Вот перед вами. Вот одно седло, вот второе седло. Эти седла относятся к погребениям конца 18-го, начала 19 века. Поэтому он делает вывод. Какой вывод делает? Так, следующий вывод. По всей вероятности, на рубеже 18-19 веков форма передней луки приобретает округлость. Значит, седла с округлой лукой, они появляются в конце 18 и 19 веке. В наши дни археологические раскопки, дохристианские якутские погребения проводят научные сотрудники Института гуманитарных исследований. И до сих пор они еще не нашли седло с округлой лукой. 2004 года по 2019 год на территории Якутии работала Саха-французская археолого-этнографическая экспедиция. Исследовали более 200 погребений. Я участвовал в работе этой экспедиции 15 лет от начала до конца. Мы работали на территории Центральной Якутии, в Вилюйском регионе, это Сунтарский район, Нюрбинский район, на севере Верхоянский район, на востоке Аймеконский район, на юге Алекминский район. Кстати, Алекминский район, территория Алекминского района издревле считается дорогой для пришлых племен с юга. И вот на этом участке мы тоже находим седло с прямоугольной передней лукой. Вот, например, у меня в погребениях 15 века седла, одни фрагменты остаются, так, поэтому многие могут спорить, так, многие могут спорить, а вот перед вами седло погребения, которые датируются радиоуглеродным анализом 16 века. Это в Чероптинском районе, место Стемирба. Обратите внимание на переднюю луку седла. Из капы березы делается. Они небольшие, прямоугольные. Следующее. Вот седло тоже небольшое по высоте, прямоугольное по форме. Это седло относится к погребению 17 века. Найден в местности Улаханалас, Татинском Лусе. Вот 17 век уже, вот видите, вот орнаментально уже 15-16 века орнаментального узора нет этих на луках седла. Вот 17 век уже появляются такие вот пластины, медные пластины, серебряные пластины. Вообще-то якутский орнаментальный узор – это геометрический узор. Это линии, это круг, это имитация витого шнура, это ромбик, это ячейки, сети, вот такие вот орнаментальные. А то, что вот здесь проявляется влияние другой культуры. Тут имеется вот растительный орнамент уже появился. Это уже влияние другой культуры. Вот погребение найденной женской. Так, пластина, она найдена в женском погребении. А здесь сплошной геометрический узор. Здесь растительного орнамента и других нет. Он преобладает геометрический орнамент. Вот, например, фотография седла. Ну, здесь мы можем обратить на эти пластины. Вот это тоже тонкие пластины. Это особенность якутского лука. И полки, они стыкуются здесь
Пустоты нет. Они стыкуются. Левая и правая полка. Следующее можете обратить внимание ради интереса к истории. Вот все. Подобные седла, они хранятся в фондах Якутского музея и Музея археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета. Вот. Но когда же появилось седло с округлой лукой? Ответ следующий. В 1632 году отряд казаков во главе с сотником Петром Бекетовым подчинили племена Центральной Якутии под власть русского сера Михаила Федоровича. Платили ясак. Ясак – это, с одной стороны, налог в пользу государства, с другой стороны, это знак признания власти царя, власть подчинения. Так вот, я не могу представить русского казака без конской сбруи, без конского упряжи, без коня. Это невозможно. Русский казак, он из местного материала запросто мог сделать кустарным, вручную делать седло и упряжь. И первым делом русские казаки стали научить местных запрягать коня в сани, в телегу. Ранее якуты предпочитали верховую езду. Да? Только верхом ездили на коне. Или на вьюке груз, вишний груз транспортировали. Вот. А тяжелые грузы, они для перевозки тяжелых грузов запрягали быка. Бычья упряжь у саха была. Так. Вот в якутских легендах даже вот рассказывается, что как казаки намеренно сели определенно, заселяясь на территории саха. Вот, например, Василий Готовцев в 17 веке переселился на территории князя Бадон. Это территория Усалданского улуса. Так что же он делал? Так, читаем. Василий Готовцев стал запрягать якутского коня зимой в сани, летом в телегу. От него якуты и научились использовать коня в запряжке, и сами по его примеру стали делать сани, телеги, дуги, сиделки и другое. Вот видите вы? Следующий ответ. Почему, когда появились эти седла с округлой лукой? В 1720-х годах, начиная с экспедиции Витуса Беринга, на якутские улусы возлагалась повинность. Какая? Они поставляли определенное количество, это несколько тысяч лошадей, извините, не лошадь, лошадь это дикое животное, оседлать, тем более запрягать лошадь невозможно, а конь это кастрированное, обученное, объезженное, прирученное животное. Это я для молодежи говорю. Они не различают лошадь и коня. Так вот, ежегодно улусы поставляли несколько тысяч коней и проводников по перевозке грузов различных экспедиций Российской империи по освоению Дальнего Востока и Северной Америки. Вот по счету доктора исторических наук Георгия Прокопьевича Башарина, он посчитал,
В 1736 года по 1785 год, потом через 11 лет спустя 1796 по 1830 годы было привлечено 373 806 коней. Это еще с отрывом уже, да? Ну, грубо говоря, в год привлекали где-то около 4000 коней. Естественно, сколько мужчин обслуживали этих коней и работали на перевозке? Минимум 1000. И вот представьте, 1000 мужчин саха за столетие каждый год в течение 3-4 месяцев работали на перевозке грузов. Ежедневно они приобретали, совершенствовали умения и навыки к русской конской упряжи. Они и сами делали эту упряжь. Вот в том-то и дело. Поэтому русские предметы конского упряжи так, становятся обыденными, повседневными, бытовыми. Поэтому неудивительно, что мужчина саха пересел на русское конское седло. Тут ничего удивительного нет. Так и положено быть. Следующий ответ. Как вы думаете, кто из саха первым принял христианство? Одел русскую одежду, покупал привозные вещи. Естественно, якутская знать. И вот поэтому неудивительно, что вот перед вами седло, сданный музей первым археологом из Якутии Ефимом Дмитриевичем Стреловым. Почему-то он именно вот такие седла сдал. Не седла сухоголой формы, а именно вот такие несколько седел он сдал в фонд музея. Потому что он археолог, он этнограф, он знает, что это есть традиционное якутское седло, которое в 19 веке изменил форму передней ноги седла в виде трапециидной. Это вообще-то искусствоведы отмечают, что трапеция – это женский символ. В конце изложения еще раз хочу подчеркнуть, что в конце XVIII века, особенно в XIX веке, так, до начала XX века у саха было седло 2 видов. Мужское с округлой лукой и женское трапециевидной лукой. Так, 19 – это век нового времени. Это новых хозяйственной деятельности, новых производственных, социальных, культурных отношений. Это жизнь, которая совершенно отличается от средневековья. Вот поэтому это надо разделять, когда мы показываем. Вот когда вот выставляют на выставке вот эти все, должны указать время пользования и распространения подобных сёдел, потому что многие посетители видят эти седла и думают, что у якутов практиковались издревле подобные седла. И, естественно, получают недостоверную историческую информацию. Вот. И нашим мастерам пора уже, они же стараются восстановить традиционную якутскую культуру, в том числе и традиционное конское седло. Вот первая попытка студентов художественного училища имени Петра Петровича Романова. В 2019 году они сделали реконструкцию с этим вот погребением местности Алла-Себе в Череповецком районе. В 2004 году я
раскопал одно погребение коня во всем парадном убранстве. Вот это седло студенты они реконструировали. Сейчас мы ждем, что заработают здесь народные мастера. Но это трудоемкая работа. Они приходят в музей, берут вот такие седла цельные, берут промер и так далее. Ну, дело не очень хлопотное. А вот с археологическим материалом работать, они в большинстве фрагментарные, видимо, трудоемкая работа, но тем не менее, они просто обязаны показать традиционное конское седло, потому что каждый народ должен показать собственное, особенное, отличительное. На этом позвольте закончить свое изложение. Будьте здоровы. До скорой встречи на YouTube-канале.